На прошлой неделе кремлевский чиновник Дмитрий Казак посетил Кыргызстан. Об этом Азаттыку сообщили собственные источники. Но ни Москва, ни Бишкек не стали об этом говорить и писать. В общем, мы нашли подтверждение этой информации. Друзья, если вы хотите больше интересных расследований, то поддержите нас на Patreon. Только вместе мы сможем победить коррупцию и беспредел. Азаттык ссылается на наше прошлое расследование. Помните, мы говорили о самолете ФСБ, который прилетал 6 апреля. Нам поступили данные, что тот ФСБшный самолет мог прибыть на саммит глав пограничных служб СНГ. Действительно, он проходил в Бишкеке 7 апреля. А на каком же самолете мог прилететь Дмитрий Казак и какого числа? Опять же, Flight TV нам в помощь. А он показывает непонятный рейс в четверг, 21 апреля. Рейс номер РСД-67. Уже на флайт-радаре мы узнаем бортовой номер самолета РА-73025. Самолет принадлежит управделами президента России. Специальный летный отряд возит официальные делегации руководства России вплоть до президента. Соответственно, и заместитель администрации президента Дмитрий Казак вполне мог прилететь этим самолетом. Тем более он более комфортабельный, чем самолет Федеральной службы безопасности. Пробыл самолет в Кыргызстане всего день. Прилетел в 5 вечера, а спустя 5 часов, 10 часов улетел обратно. А уже на следующий день, 22 апреля, мы узнаем, что уволен министр иностранных дел Руслан Казакбаев. И да, еще одно совпадение. Садыр Джапаров прилетает из Баку 20 апреля. Самолет управделами президента России после приезда из Бишкека отправляется также в Баку. Опять же, нет никаких официальных данных, кто прилетал, с кем встречался. Ну, будем посмотреть, как говорится. Мы же продолжим следить и информировать вас о том, что власти хотят скрыть от собственного народа. Главное, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе событий.